Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта для весов. Сегодня делаем прогноз на метафорической колоде. Первая карта – основные события недели. Посмотрим, что ждет весов самого главного. Вот эта карта говорит о том, что вы слишком много на себя берете на этой неделе. Может быть, у вас есть какая-то обязанность, ответственность, долги, кредиты. Может быть, вы постоянно заняты работой, настолько ей загружены, что вообще ничего вокруг не видите. Причем то, что вы зарабатываете, вы, скорее всего, сразу отдаете либо тратите на кого-то другого, но не на себя. Здесь девушка изображена совершенно раздетая, да, то есть какая-то там набедренная повязка – это все, что она на этой неделе может себе позволить, да, то есть, другими словами, вы ничего не тратите на себя, вы все отдаете другим людям, и об отношениях, о любви там и так далее, о какой-то романтике вам совершенно некогда подумать. Для вас это вот как бы на этой неделе, как бы совершенно как бы нереально, да, то есть это вы так думаете. На самом деле, вот карта говорит о том, что из такого состояния нужно выходить. То есть здесь как совет нужно обязательно уделять внимание своим чувствам, душе, красоте, заниматься собой, разделить свою обязанность, ответственность с теми, кто может ее на себя взять. То есть в любом случае здесь нужно хоть немного времени уделять себе, иначе вот эта вот постоянная обязанность, обязательства, они могут превратить вашу жизнь совершенно во что-то безрадостное. Вам просто не захочется ничего. Давайте посмотрим отношения для весов. Для тех, кто без пары пока что. Карта говорит о том, что вы можете встретить человека, очень как бы хорошего, подходящего, человека с высокими такими человеческими качествами, личностными качествами. Здесь девушка нашла клад, то есть вот такой клад вы можете найти. И может быть он все время был как бы рядом с вами, где-то вот поблизости, да, под ногами, может быть где-то был, вы просто не замечали, а может быть вы найдете совершенно в неожиданном месте, да, может быть там, в путешествии или совместной какой-то прогулки, да, и так далее. То есть вы можете заметить человека, который вам подходит. Но опять же, смотрите, здесь нужно копать, да, то есть нужно прилагать усилия, нужно знакомиться, нужно общаться. Если, допустим, есть какие-то люди в окружении, нужно делать так, чтобы вот обращать на себя внимание, нужно сделать так, чтобы человеку вы стали интересны и так далее. То есть здесь просто так ничего не дается. Обязательно нужно прикладывать усилия. Для тех, кто в паре. Могут быть какие-то ситуации сложные, когда вас несет. Это может быть ревность, это может быть страх там, потерять любимого человека, или может быть это какие-то просто чувства гнева. В общем, то, что нас выбивает из ритма общего, из колеи, да, когда нас как бы что-то как бы уносит от нашего близкого человека, от нашего партнера. И карта говорит о том, что нужно держать в руках себя, нужно владеть ситуацией. И если вот вы уже как бы допустили ситуацию, когда она уже начала развиваться, ее уже трудно остановить, с ней уже трудно совладать, но все-таки возможно. И вот здесь вот карта такая довольно-таки темная, да, такое ощущение, что вы жертва и поддаетесь ну, как бы судьбе, там, обстоятельствам, другим людям и так далее. То есть вы ведетесь, скажем так, на негатив. И вот предупреждение здесь не допускать этого. Во-первых, если такая ситуация складывается на неделе, то есть такие энергии преобладают, лучше всего вообще переключиться. Вот лошадь, она как бы больше символизирует у нас работу, карьеру, достижения в деньгах. Вот, и поэтому вам лучше всего переключить свое внимание именно на сферу деятельности, на сферу обучения, на сферу зарабатывания денег, чтобы меньше времени тратить на отношения, чтобы вот эту ситуацию как-то сгладить, ну, как бы избежать, может быть, даже ее. Но если уж она возникает, нужно
по крайней мере, ну, либо уходить от ситуации, стараться, да, не ввязываться в нее, либо, если вы замечаете, допустим, что какие-то негативные эмоции вот-вот уже проявятся, лучше переключить себя вовремя, иначе потом уже трудно будет с этим справиться. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Ну, здесь замечательная возможность для примирения, но только для этого вам нужно общаться с вашим партнером очень уважительно, чтобы ему было комфортно, чтобы ему хотелось проводить с вами время, чтобы ему хотелось вот как бы быть в лучах вашей любви, да, вашей заботы и так далее. То есть, конечно, здесь обязательно нужно еще поработать над собой для того, чтобы вот именно такого состояния достичь, а потом уже искать примирение. Чтобы не было там критики, осуждения и так далее, чтобы было принятие, расставление приоритетов, да, то есть понять, что для вас важно. Посмотрим работу для весов. Выпадает у нас карта для тех, кто в поиске работы, что нужно как бы искать свое. Нужно лучше подождать и согласиться именно на то, что вам подходит, соответствует вашему опыту, вашему как бы направлению деятельности, то, что вы любите делать. И даже если нужно подождать, вот по этой карте вы вполне можете подождать. То есть здесь как бы ситуация, может быть, она уже и как бы перед критической, да, но все-таки вот вы в нужный момент получите то, что необходимо. Но это неделя, скорее всего, поиска. Смотрите, человек здесь идет, то есть нужно обязательно совершать какие-то усилия, действия нужно делать, совершать, да, нужно как бы о себе говорить как можно больше. Ну, вот смотрите, здесь у нас фигура со спины, то есть это наше прошлое, наш опыт. Все, что мы знаем, все, что мы уже когда-то делали, оно обязательно вот в скором времени к нам вернется, придет в качестве новой работы, новой деятельности. Работа для тех, кто уже как бы стабильно находится на своем месте. Но здесь карта говорит о том, что были какие-то непонимания, да, вот может быть даже себя не видели в этой деятельности, или может быть в коллективе никак не могли найти своего места, либо может быть начальник подчиненный, вот эти отношения были не очень правильные. Вот на этой неделе вы стираете как раз все, что вам мешало. Вы выправляете то, что поможет вам в этом коллективе находиться. То есть здесь вот действительно может на этой неделе быть достигнута какая-то гармония, какие-то соглашения, может быть, если вы будете о чем-то разговаривать, да, прям вот конкретно, вы можете договориться. В общем, здесь действительно ситуация выравнивается, уходит все лишнее. И вы действительно можете почувствовать себя нужным на своем месте, в своем коллективе и так далее. Но здесь тоже, смотрите, усилия нужно прикладывать, нужно именно самому работать над собой. То есть, если, допустим, что-то не ладится у нас в коллективе, не нужно искать причины только там. Обычно люди нас отражают, да? Нужно посмотреть, в чем именно проблемы проявляются, и попробовать что-то в себе найти, вот то, что мешает вам общаться, то, что мешает вам быть понятым, и попытаться это улучшить, да? Убрать лишнее и оставить только то, что необходимо вот именно вот вам для работы, то, что принесет вам удачу, успех и так далее. Для тех, кто имеет свое дело. Вот здесь карта говорит о том, что нужно вспомнить то, что вы делали раньше. Вот от чего вам было очень хорошо и приятно, да, что именно вот вас затрагивает, вашу индивидуальность. Может быть, вот те занятия, которые приносили вам в прошлом радость, они как раз могут начать давать результаты сейчас. То есть, скорее всего, нужно вернуться к чему-то прошлому, что вы делали раньше или о чем мечтали. А также карта говорит о том, что могут возвращаться клиенты из прошлого, проекты из прошлого. Может быть, люди какие-то, вот, которые связаны с вашей деятельностью, тоже могут возвращаться. Но карта такая очень результативная, да, то есть если вы будете что-то вот делать из того, что вы уже раньше делали, у вас обязательно будет успех.
Ну и, конечно, ошибки. Если какие-то ошибки были в прошлом, то их не нужно повторить, их нужно избежать. Финансы для тех, кто работает. Здесь вот тоже у весов карта помощи, да, то есть нужно просить о помощи, если вам она нужна, финансовая в данном случае. Это обращение к начальству, да, просьба о том, чтобы вам выплатили часть зарплаты, всю зарплату, либо обращение к вашим близким, да, вот здесь вот эта карта говорит о том, что у вас слишком много обязательств, и вам обязательно нужно вовремя их выполнять. И вот, скорее всего, эта тема и проигрывается, да, может быть, пришел срок какой-то выплаты, а у вас, допустим, зарплату там отложили или просто не время ее выплачивать, да, то есть нужно обращаться, нужно просить, говорить, ну, либо к своим близким обратиться для того, чтобы они вам помогли вот эту ситуацию разрешить вовремя, да, чтобы не попадать в еще более худшие обстоятельства. А теперь для тех, кто своим делом занят, какие у них финансы. Но здесь карта говорит о том, что возможностей у вас много, у вас есть действительно, скорее всего, много источников дохода. Может быть, они какие-то точечные, да, может быть, здесь все зависит от того, сколько у вас будет там обращений, клиентов, сколько вы раз повторите одну и ту же операцию, да, вот от этого зависят ваши деньги. Но здесь вот что важно? Важно всегда оказывать услугу качественно. То есть вот именно то, что от вас ждут, нужно делать, да, не то, что вы считаете нужным, а нужно прям спрашивать у вас, ну, как бы у своих клиентов, да, что они хотели бы вообще получить вот за свои деньги. И вам желательно не настаивать на своем, вот как вы видите вот этот процесс, а стараться сделать так, чтобы клиент был доволен. Ну, если это не с людьми связано дело, да, то в любом случае вам нужно ориентироваться на спрос, да, то есть чтобы предложение было востребовано, обязательно нужно, чтобы оно спросу удовлетворяло. То есть здесь вот этот вопрос важно проработать для того, чтобы деньги были на этой неделе. Посмотрим совет для весов. В совете никогда не нужно оставаться на этой неделе в тени. Нужно идти к людям, не нужно надумывать себе какие-то ситуации. Вот смотрите, здесь у нас здесь тень, здесь свет. Там, где люди общаются, там, где много веселья, радости, вот туда вам и нужно. Не нужно отгораживать себя от других людей, не нужно надумывать о себе каких-то страхов, да, что вот о вас там как-то не так думают, или что-то, в общем, что вас отделяет от этих людей, нужно убрать совершенно на этой неделе. Вам нужно быть в гуще событий, вам нужно быть с людьми, вам нужно порадоваться, повеселиться и так далее. То есть вам это просто необходимо. Нужно поменять вот как бы стиль вашей жизни на этой неделе хотя бы, да, потому что от этого многое зависит. Друзья, желаю замечательной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч.